утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 19 октября. В Госдуме предложили возмещать мобилизованным затраты на покупку бронежилетов, лекарств и продовольствия. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов отметил, что расходы некоторых призванных значительны. Лишь на один бронежилет у граждан уходит минимум 180 тысяч рублей. По мнению парламентария, потраченные средства можно вернуть за счет социального вычета. Этот механизм уже действует в отношении, например, расходов на благотворительность и обучение. Альтернативой социальному вычету, по мнению Станислава Наумова, мог бы стать прямой кэшбэк по предъявленным чекам. Такая схема тоже не новая. Ее успешно обкатали в туристической отрасли. Люди могут вернуть до 20% своих трат на путевки. В Чувашии растет производство яиц, мяса и молока. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Так, с начала года в республике было собрано 218,5 миллионов яиц. Это на 19% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Производство молока выросло более чем на 2,5%, а мясо скота и птицы – на 4,5%. В Кирове завершился открытый чемпионат области по поисково-спасательным работам «Вятский лось». Помимо кировских сотрудников МЧС, за звание лучших боролись сборные из Пермского края, Ульяновской области, республик Мариэл и Чувашия. Итого 15 команд, в каждой по 4 человека. Большая часть участников – профессиональные спасатели. И неудивительно, ведь чемпионат – отличная возможность проверить свою готовность к работе в экстремальных ситуациях. Например, во время конкурсных этапов надо было устранять течи, разжигать костры и тут же тушить лесные пожары, преодолевать болота и пересекать водоемы. Победителями стали хозяева чемпионата – спасатели из Кирова. Коллеги из Чувашии тоже не подкачали. В республику команда специализированной пожарно-спасательной части «Чебоксар» вернулась с почетным 2-м местом. Нового для нас, конечно, не было, но перед каждым стартом мы все равно проговаривали, кто что делает, кто что берет. И это нам позволило с минимальным количеством штрафных баллов выполнить задание. Спорт для всех. В следующем году республиканские власти планируют построить в регионе еще 3 площадки для норм сдачи ГТО в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Напомню, по этому федеральному проекту за последние несколько лет в республике обустроено уже 20 площадок для сдачи нормативов. В следующем году уличные спортобъекты появятся в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах. На каждом установят более 20 тренажеров, платформ и турников. Лебеди с Чебоксарского залива, всего их 14, отправились зимовать в детский парк имени Адриана Николаева. Оставаться на заливе они не могут, так как в зимнее время водоем полностью замерзает и становится непригодным для обитания белоснежных красавцев. После большой воды, конечно, стрессуют они. Это естественно. Для них стресс и туда выходить небольшой, и обратно. Кормежка, питание, то есть обогрев, все обеспечивается, естественно. Уход, уборка. Как только птицы вернулись домой, в зоуголке «Ковчег» их сразу же распределили вольеры по группам. Осмотрели и взвесили. Воссоединять лебедей в стаю сотрудники парка пока не спешат. За грациозными созданиями будут наблюдать, чтобы выявить пару влюбленных для последующего гнездования. Таковы вести к этому часу. Желаю вам продуктивного дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».